Следующие выступающие — независимые защитники прав человека, а потом Соединенные Штаты Америки. Пожалуйста. Добрый день, дамы и господа. Я Муаззама Кадырова, таджикский адвокат и независимая правозащитница. Свобода мысли, совести, религии, свобода собраний и многие другие права в Таджикистане больше 10 лет уже, я могу открыто сказать, что ограничены, либо вообще некоторые права отсутствуют. Мы каждый год собираемся на конференции ОБСЕ, высказываем свое мнение и делимся правонарушениями наших властей и силовых структур. Но, к сожалению, результатов я практически не вижу. Мы, рискуя своей жизнью, своих близких, я теперь здесь нахожусь, высказываю, но я боюсь за своих близких. И каждый год так и продолжается. Все громче и больше мы тут говорим о проблемах, и там в Таджикистане все жестче и больше подвергаем жизнь наших близких подпиток и давлению. К сожалению, это так. Вот уже второй год делегация правительства Таджикистана отсутствует. Я вижу тут только один вариант. Им сложно оправдать свои действия и правонарушения, и закононарушения. Я вижу в этом. Хорошо, привяжу некоторые факты. Несколько дней тому назад, буквально перед началом конференции, гражданские активисты Таджикистана, проживающие в Европе, на территории Европы, на акцию протеста, вышли на акцию протеста, чтобы выразить свои несогласия, и властям Германии президент и канцлер, которые принимали на высоком уровне центральноазиатских президентов, диктаторов, в числе которых был, к сожалению, и наш президент. В тот же день в Таджикистане начали арестовать их родных и близких. На сегодняшний день более десятки человек задержаны. И родные их даже не знают, где они находятся. Вот так мы рискуем своей жизнью. Вот так рискуют жизнью наши активисты, политические активисты. Привяжу другой факт. Я хочу рассказать немного про Памир. В Памире организовали группу 44. И, к сожалению, там была такая питка, и до сих пор это идет питка. Следственные органы только на Памире боялись применять питки, потому что там в какой-то мере сохранялось гражданское общество. К сожалению, властям вначале было выгодно, чтобы комиссия 44 организовалась. Только они могли успокаивать гнев матерей, отцов, которых силовики убили. Комиссия 44. Так их называли в средствах массовой информации, а позже, к сожалению, было объявлено организационно-преступной группировкой. Ее лидер Фарамаз Иргашев приговорен к 29 годам лишения свободы, а его коллега Манучер Холикназаров к 18 годам. Десятки членов комиссии 44 осуждены на разные сроки тюремного заключения. Со стороны власти Таджикистана все жестче подвергаются под масштабные репрессии в отношении блогеров, журналистов, гражданских активистов. И те люди, которые ставят лайк и комментарии, их просто лишают свободы. Please conclude. Так. Спасибо.